Здравствуйте, я Габдрахманов Алмаз, переплетчик-реставратор Национальной библиотеки Республики Татарстан. Сейчас я покажу вам примерно, как нужно переплетать книги, подшивать и делать корки. Пример покажу на вот этой подшивке газеты. Так. Чтобы подшить газету, берем, марлю по ширине примерно по толщине книжки. Выбираем марлю, ее подрезаем. Начинаем шить с самой последней странички, потому что тетрадки будут накладываться одна на другую, и получается с последней, самый верхний будет уже в последнюю очередь подшиваться. Так, марлю примерно загибаем 2 сантиметра, 3 сантиметра. Так, открываем первую тетрадку, так, подставляем. Чтобы легче было, ставим небольшой грузик. Потом берем, нитку и начинаем подшивать. Сначала проходим одну тетрадку. Тут где-то так вот. Тут оставляем кончик. Так, делаем, смотря какие книжки есть. Если большой формат, то где-то 4 стежка делаем. Больших таких. Так. Тут оставляем хвостик пока. Так, оттягиваем. Когда первый стежок сделан, нужно эту нитку натянуть, чтобы пустоты не было. Так, потом добавляем вторую тетрадку. Так. Вот здесь стараемся, чтобы вот эти нитки совпадали, когда когда прошиваем, чтобы расстояние одинаковые были. Вот когда первые 2 тетрадки сшили, вот эти концы их связываем узлом, чтобы тетрадки не расходились. Так, лишнего связаем. Потом добавляем еще одну тетрадку. И вот потом заходим в эту тетрадку, у нас получается, что тетрадки, связаны, получается. Когда вот эту третью тетрадку подшили, чтобы соединить с этими тетрадками, мы просто подрезаем под эти нитки, где кончается. Просовываем иголку и затягиваем. У нас получается, что тетрадки соединяются. И таким же способом добавляем тетрадки. Здесь снова проходим вот так вот и соединяем. Вот этот первый этап получается. Когда подшили тетрадку, нужно немножко прогладить, чтобы уменьшить вот эту толщину. Если просто подшивать без проглаживания, книжка получается немножко пухлая. Когда кончили прошивку блока,
Вот у нас получается в таком виде. Ну, лишнюю марлю мы срезали. Теперь нужно приклеить форзац. Берем плотную бумагу любого цвета, вырезаем под размер блока. Так, чтобы его ровно приклеить, можно использовать так вот, ставим два форзаца. Ну, тут ширину где-то 2-3 миллиметра нужно делать. Вот так вот. Сейчас будем. Потом промазываем клеем, чтобы одинаково ровно было. Вот. Ставим бумажки. Потом это убираем. И начинаем клеить. Так, клеим примерно отступя от тетрадки где-то 2 миллиметра. Не плотно вот так вот, а вот так вот. Немножко отступя. В таком виде получается у нас. Когда приклеили форзац, теперь его можно, если есть возможность, можно будет подрезать чуть-чуть. Потому что у нас все лохматое здесь. Если есть возможность, но на станке можно срезать будет. Следующий этап. Вот мы, когда блок подрезали, его, значит, корешок заклеиваем. Тоже клеем заклеиваем, вот так вот, чтобы скрепить тетрадки. Когда клей подсохнет, мы начинаем делать заготовки для переплетной крышки. Так, берем, значит, картонку, ну так, где-то 5 миллиметров от края отходим. И чтобы здесь тоже примерно 5 миллиметров выходило. Ну, высоту тоже примерно вот так, по 5 миллиметров. Сверху, снизу. Чтобы у нас вот так было примерно. В готовом виде вот такая получалась. Потом из картонки вырезаем отстав по ширине блока. По ширине этого корешка. Потом так проверяем. Так, это у нас готово. Теперь какую-нибудь бумажку. Так. Потом берем материал коленкор. Полосу вырезаем примерно по высоте. Оставляем загибку где-то 2 сантиметра. Вот так вот. Вырезаем полоску. И теперь так, сюда. Теперь рассчитываем, как будет корешок. Так, примерно тут по 2 сантиметра. Тут ширина 5 миллиметров. Тут тоже 5. Ну и тут на эту сторону вот так вот. Так, вот по этой высоте, ширине. Сейчас полоску отрежем. Так. Вот у нас будет корешок. Теперь можно будет делать, чтобы крепче уголки были, вот такие накладки делать. На уголок вот такие. Уголки были, ну, у книг обычно истрепаются, когда ставишь их. Чтобы крепче были уголки, делают вот такие накладки из коленкора. Сейчас. Так, вот мы полоски обрезали из обрезков. Сейчас мы намажем.
Ну вот эти уголки, потом их, чтобы подсохли, под тяжесть ставим. Такую тяжесть. Теперь делаем корешок. Где-то в центре ставим. Потом косточкой проводим, вот тут пустота остается. Между этими косточками так вот проводим. Потом ставим блок и проверяем, как у нас тут получилось сначала. Так вот. Потому что иногда вот это расстояние маленькое идет, приходится держать. Вот так получается. Видите? Так. Так. Пока сверху. Потом вырезаем, значит, из плотной бумаги. Будем крыть, закрывать вот это. Тоже здесь делаем расстояние на загибку, тоже где-то 1,5-2 сантиметра. Здесь зазор оставляем тоже на загибку. Ну и здесь вот где-то сантиметр. Вот эти уголки у нас будут открытые, поэтому их вот так примерно открываем. И вырезаем. Потом, значит, бумагу мажем клеем и так накладываем. Все накладываем. Так, когда заготовили обложку, чтобы крыть, мы начинаем ее, значит, промазывать. Так. Мажем вот в разные стороны, не параллельно. Если параллельно будем делать, то клей может попасть. Поэтому вот от центра краешку надо мазать. Чтобы не загнулся наш. Потом готово же можем ставить. Так, тут все лишнее. Уже по-другому. Сейчас оставим. Так будет лучше. Так, накладываем просто. Чтобы уголки одинаковые были. И здесь тоже выравниваем. Чтобы здесь вот одинаковые были. И уголки одинаковые были примерно. Потом скрываем. Так. Вот получается вот эта обложка. Так. Таким же способом делаем, кроем второй круг.
Сейчас будет заключительный этап. Когда переплетная крышка готова, блоки готовы, мы будем вставлять уже блок вот в саму крышку. Так, берем, мажем тоже. Здесь тоже вот стараемся в бок у нас не параллельно, а боком, чтобы клей не попал туда. Можно подкладывать бумажку, чтобы не запачкать. Можно и так. Так. И вот можно косточкой сначала выровнять надо. Вот так вставляем. Потом у нас ПВА на водной основе, чтобы вода не покоробила вот эту бумагу. Можно вставить или несколько листов бумаги, или просто картонку тонкую. Вот так вот. И все обжимаем в прессе или ставим тяжести. Когда мы ставили блок в переплетную крышку, все промазали, и книга подсохла, у нас получается заключительный. Открываем книжку, получается вот так вот. В таком виде получается, когда прошиваешь, потому что некоторые сверлят. Вот тут видно, вот прошиты нитки, и хорошо читается. Вот так вот, в таком виде все. Переплет книги состоит из нескольких этапов. Первый этап мы, значит, подшиваем блоки, тетрадки подшиваем в блок. Второй этап приклеим форзац. Потом, если есть возможность, подрезаем блок. Потом по этому блоку подгоняем, значит, нарезаем картонки. Следующий этап делаем из этих картонок обложку, ну, переплетную крышку. И заключительный этап уже блок вставляем в переплетную крышку. Вот из этих этапов состоит переплет.